Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Дибек Бугалиева. Сегодня в программе. Эрдоган залез на минарет и выступил в роли муэдзина. Сам он это отрицает, но вся Турция узнала его голос. Турецкие власти, между тем, решили репрессировать даже мертвых мятежников. Их будут хоронить только на кладбищах позора. Каждый проходящий мимо будет проклинать их, и они будут переворачиваться в своих гробах. Обманутые дольщики в центре Астаны живут в недостроенных многоэтажках и вынуждены по нужде ходить с 12-го этажа на улицу. Таких тысячи. Каждый день набираем здесь воду для бытовых нужд, а питьевую возим из города. Хотели как лучше, получилось как всегда. Товарооборот Евразийского экономического союза упал на 26%. Среди причин – мировой экономический кризис и желание России командовать в бывших странах СССР. Лукашенко предупреждал. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Стратегические бомбардировщики России утюжат окраины сирийской Пальмиры. Они пытаются спасти ее от повторного захвата джихадистами. Армия Асада уже не выдерживает натиска, сотни убитых ежедневно. Жена кыргызского президента поучаствовала в шитье гигантских мужских штанов, но не для своего мужа, а для мифического богатыря из эпоса «Манас». Ролик с участием Раисы Атамбаевой сняли ко Всемирным играм кочевников. Стратегическая российская авиация нанесла удар по восточным окраинам сирийского города Пальмира, где сейчас идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами из ИГИЛ, которые хотят вернуть город под свой контроль. Удары наносились по скоплению живой силы боевиков ИГИЛ. Также Министерство обороны страны сообщает, что было уничтожено несколько командных пунктов. На цели самолеты наводили спутники из космоса в реальном времени. Министерство обороны России выложило кадры этой бомбардировки. Это уже третий за последние дни налет стратегических бомбардировщиков на этот район. Удары авиации должны поддержать войска Асада, которые под натиском джихадистов отступили практически вплотную к городу Пальмира. Несмотря на авиаподдержку, пока остановить наступление ИГИЛ на город полностью не удается. Как сообщают в Министерстве обороны России, сирийская армия несет огромные потери, по несколько сот человек в день. Напомним, что 4 месяца назад в результате совместных действий войск Сирии и России Пальмиру удалось отбить у ИГИЛ. Сразу после освобождения в городе прошел концерт Мариинского театра. Власти объявили о начале восстановления взорванных террористами античных реликвий. Теперь над городом вновь нависла угроза захвата. Боевики за несколько месяцев вернули под свой контроль огромные территории вокруг Пальмиры. Им даже удалось захватить 2 крупнейших газовых месторождения Сирии. В связи с событиями под Пальмирой Генштаб России даже пошел на смену командования группировкой российских войск в Сирии. Новым командующим назначен герой России генерал Александр Журавлев. У него уже был опыт боевых действий в Сирии. Генерал-специалист в области сухопутных боевых операций с применением танков и мотопехоты. Тем временем продолжается скандал по поводу воздушного удара антитеррористической коалиции во главе с США по беженцам на севере Сирии. Несколько дней назад сирийские правозащитники сообщили, что американская авиация разбомбила один из населенных пунктов, в котором погибли 56 мирных жителей. Чуть позже агентство Рейтер назвало цифру уже 85 погибших, а правительство Сирии заявило о 120 убитых. Вот предположительно кадры этой атаки, снятые с борта одного из самолетов. Руководство проамериканских повстанцев, которые ведут наступление на ИГИЛ на этом участке, назвало это военным преступлением и потребовало разобраться, кто именно бомбил гражданское население. Однако выясняется, что удар по деревне с беженцами нанесли не американцы, а, возможно, французы. Президент Франции Олланд уже ответил на вопросы журналистов по этому поводу. С его слов, пока ему никто не докладывал об этой неудачной атаке, но он пообещал расследовать инцидент. Товарооборот в странах ЕАЭС снизился почти на 30%. Об этом говорится в докладе Международной кризисной группы. Напомним, что изначально одной из главных целей объединения как раз-таки было увеличение потока товаров между членами Союза. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Армения. В результате все страны-участницы все больше изолируются от мировых рынков. К
примеру, если в Кыргызстане в 2014 году местные предприниматели продали свои товары на рынках Казахстана на 340 миллионов долларов, то в 2015 году, после того, как Кыргызстан вступил в ЕАЭС, этот показатель упал до 150 миллионов, то есть снизился более чем в 2 раза. Также за это время почти на треть меньше товаров продал Казахстан в Россию. Авторы доклада из кризисной группы предполагают, что причиной этому в первую очередь то, что Россия рассматривает Союз не столько как экономическое объединение, сколько как механизм политического влияния на своих соседей. О том, что в последнее время Евразийский союз работает себе в убыток, ранее предупреждали и лидеры самих стран-участниц. В частности, на недавнем саммите ЕАЭС цифры, близкие к данным международного доклада, озвучил президент Беларуси. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне 65 миллиардов долларов. В 2015 году всего 45 миллиардов долларов. Во-вторых, нереализованной остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Более 7,5 тысяч жителей казахстанской столицы Астаны стали жертвами мошенничества в долевом строительстве. Вложив все свои деньги, они так и не получили обещанных квартир. Многие вынуждены жить в недостроенных многоэтажках, без воды, тепла и электричества. В туалет жителям приходится спускаться на улицу. Многие такие дома находятся в самом центре города. О том, как выживают казахстанские столичные дольщики, в репортаже Айнур Коскиной. Каждый день набираем здесь воду для бытовых нужд, а питьевую возим из города. Семья Гульмиры Арыновой живет в пятиэтажном доме без воды, канализации и света. 4 года назад они с супругом вложили свои сбережения в долевое строительство. Учредитель строительной компании растратил деньги дольщиков и предан суду. Район Экспо, сидим здесь рядом. Вот возле нас президентская клиника, там фонтаны льются. Прям. И возле Экспо ночью там свет горит, а мы в темноте сидим. Посетителей клиники управления делами президента соседство с многоэтажкой без благ цивилизации не беспокоит. Жильцов предпочитают просто не замечать. 8 лет назад, после ипотечного кризиса, дольщики Астаны создали свое объединение, чтобы сообща отстаивать интересы. Это второй виток кризиса, по которому у нас выявлены проблемные жилые комплексы, которые своевременно не достраиваются. У нас цены сейчас, да, но если в сравнении с долларом, то они, наверное, упали намного. Потому что если раньше у нас мы не могли 1 квадратный метр купить за $1000, то сейчас мы можем купить даже за 800. В Астане 45 проблемных и недостроенных жилых комплексов. Более 7,5 тысяч граждан, полностью оплатив стоимость квартир, не могут получить жилье в собственность. Только с начала года под уголовное преследование попал топ-менеджмент 19 стройкомпаний. 3,5 тысячи человек пострадали от действий группы компании «Азбука жилья». Ее учредитель, бывший депутат парламента, был задержан в Австрии и ожидает экстрадиции. В то время в Астане откладывается начало процесса над руководством фирм, входящих в состав компании. Подсудимые предпринимают попытки заключить процессуальное соглашение и передать долгострой другому застройщику. Однако часть дольщиков не согласна с этим. Именно они получили уведомление о расторжении договора, подписанное одним из подсудимых. Как он, сидя на скамье подсудимых, за что он и сидит. Он сейчас еще отказывается от тех договоров, значит, и получается у нас на деле он взял деньги у людей, да, обещал построить, люди не получили то, на что рассчитывали. Он сейчас еще и уведомляет вот таким вот красивым жестом о том, что я с вами расторгаю договор. Фокус не удался. Прокуратура не снимает ответственности из самих дольщиков. Они заключают договоры в обход закона о долевом участии в жилищном строительстве, который запрещает продажу жилья на нулевом цикле. Практически все застройщики действуют в обход данного закона и заключают иные виды договоров, которые не подпадают под понятие договора о долевом участии. То есть это так называемый договор об инвестировании, договор о совместной деятельности, договор предварительной купли-продажи и так далее. То есть в этой связи говорить о том, что они дольщики нельзя, потому что фактически они не являются субъектами долевого строительства. Поэтому они лишены тех минимальных гарантий, которые предусмотрены законом.
Основная часть обманутых дольщиков вложила деньги в жилые комплексы, расположенные рядом с территорией предстоящей международной выставки «Экспо-2017». Если до ее открытия власти Астаны не справятся с этой проблемой, то деревянные туалеты и умывальники из пластиковых бутылок во дворе многоэтажек могут стать еще одним объектом посещения иностранных туристов. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Кыргызские футболистки неожиданно одержали несколько триумфальных побед на чемпионате мира по уличному футболу. Они разгромили профессиональную команду из США со счетом 8-2. Также были повержены Англия, Нидерланды, Индия и Норвегия. Девушки уступили лишь команде Мексики. Шавкат Тургаев встретился с серебряными медалистками. Последние минуты дебютного матча на чемпионате мира по уличному футболу в Шотландии. Женская сборная Кыргызстана, неожиданно для всех, громит Соединенные Штаты Америки со счетом 8-2. После этого матча команду из Средней Азии уже воспринимают всерьез. Что самое интересное было, то что первый день нас никто не знал. Они у нас спрашивали, откуда мы. Мы говорим, с Кыргызстана, они даже никогда не слышали нашу страну. А потом, после 2 матчей, мы сыграли с США первую. Мы выиграли с большим счетом 8-3, вторую 8-2 выиграли. И спустя через 2 дня они начали подходить с телефонами, открывать карту, спрашивать, покажите нам, где ваша страна находится. Затем кыргызские девушки прошлись катком по Англии, Индии, Нидерландам, Уэльсу, Норвегии. В полуфинале были повержены шотландские девушки, но в финале с грозными мексиканками немного не повезло. В итоге Кыргызстан привез домой серебро, а Наталью Гайворонскую признали лучшим голкипером турнира. В этот раз девчонки оказались сильнее всех. Единственная Мексика, та, которая базируется, у тех, которых школы есть, стрит-футбол, которые круглый год тренируются на этих площадках. Немножко опыта не хватило, именно в этой игре опыта. Вы знаете, там бортовая система, там ворота совсем другие. И самое, то что, все в одних условиях были, да, но мы в таких условиях никогда не играли, и погода нам. Погода, то, что поле было очень скользкое. Когда меня на последней игре травмировали, меня поддерживала вся трибуна, весь стадион хлопал, чтобы капитан встал, дальше играл, но у меня не получилось. Официальное название турнира – Homeless World Cup, что переводится как «Чемпионат мира для бездомных». Но сегодня на турнире играют не только девушки, не имеющие жилья. Из-за популярности турнира категории участников значительно расширились, но название почему-то осталось. У нас в команде были и воспитанники детских домов, и из больших семей, из малообеспеченных семей. В этом году в нашей команде выступала Кумишбек Казыназик. Но это очень благополучная девочка. Она просто воспитывалась в детской деревне СОС с 3 лет. Потом пришла к нам на уличный футбол в 10 лет, на фестиваль. Мы ее увидели, Гульбарсман ее увидел. Говорит, талантливая девочка, давай я ее к себе заберу в команду. Задача Федерации уличного футбола вовсе не победы в соревнованиях. Основная философия – привлечь к занятию спортом детей из детских домов, попавших в трудную жизненную ситуацию, и через футбол помочь найти себя в жизни. Мы должны привлекать детей с улицы, потому что улица, она богата соблазнами, и воспитанники детских домов, действительно, они не ограждены. Здесь в нормальных семьях ребенка не удержишь дома, а здесь, естественно, среда. Развитие уличного футбола в Кыргызстане получило большое развитие, причем не только среди мальчиков. Девочки тоже с удовольствием ходят на тренировки. И заслуга в этом вовсе не властей, а Анары Космалиевой и Гульбары Усмоновны, которая, к слову, тренирует и основную женскую сборную. Уличным футболом я занимаюсь непрофессионально. Это мое хобби, это моя отдушина, это мое, наверное, с Анарой Сарыгуловной то большое мероприятие, которое мы с ней вместе воплотили в жизнь. И в течение этих 10 лет работы, наконец-то, уличный футбол начал потихоньку раскручиваться. В следующем году наши девушки обязательно отправятся на очередное мировое первенство. Но на этот раз они обещают привезти медали более высокого достоинства. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Таджикская красавица Шахназа Ираншо вышла в финал конкурса «Мисс ООН-2016». В состязаниях участвуют представительницы всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций. В конкурсе девушка представляет свою историческую родину. Она много лет живет за границей. Все детство и юность Шахназа провела в России, а позже поехала учиться в США. Но, несмотря на это, девушка считает себя настоящей таджичкой. Результаты конкурса «Мисс ООН-2016» будут известны уже через несколько недель. Поболеть за свою землячку на мероприятии собираются многие таджики, живущие в Америке. Я не являюсь гражданкой Таджикистана, но, несмотря на это, я себя считаю таджичкой, у меня таджикское имя, у меня таджикское происхождение, и то, что у меня в паспорте, уже не важно. Далее в программе.
Эрдоган залез на минарет и выступил в роли муэдзина. Сам он это отрицает, но вся Турция узнала его голос. Турецкие власти, между тем, решили репрессировать даже мертвых мятежников. Их будут хоронить только на кладбищах позора. Каждый проходящий мимо будет проклинать их, и они будут переворачиваться в своих гробах. Стратегические бомбардировщики России утюжат окраины сирийской Пальмиры. Они пытаются спасти ее от повторного захвата джихадистами. Армия Асада уже не выдерживает натиска, сотни убитых ежедневно. Жена кыргызского президента поучаствовала в шитье гигантских мужских штанов, но не для своего мужа, а для мифического богатыря из эпоса «Манас». Ролик с участием Раисы Атамбаевой сняли ко Всемирным играм кочевников. Власти Турции приняли решение распространить репрессии не только на живых участников недавнего неудавшегося военного переворота. Объектом преследования стали даже погибшие мятежники. Их решили не хоронить ни на военных, ни на муниципальных кладбищах. Для захоронения мятежников и сочувствовавших им погибших граждан будут созданы специальные кладбища позора. Сейчас родственники убитых вынуждены закапывать их в собственных садах и огородах. Звучат опасения, что после введения смертной казни число отверженных мертвецов сильно возрастет. Погибшим участникам переворота армия и руководство мэрии отказали в предоставлении могил. Семьи похоронили их в садах. Поздравляю нашего президента. Я сказал, их не примут ни на одно кладбище. Я сказал, что даже бродяги на кладбище для бездомных, и то лучше их. Даже там их не хотят хоронить. Мы выделим землю и назовем это место кладбищем предателей Родины. Вот что я сказал. Каждый проходящий мимо будет проклинать их, и они будут переворачиваться в своих гробах. Хотя и без того я верю, что они попадут прямиком в ад. Тем временем в турецких городах продолжаются многотысячные митинги сторонников Эрдогана. Они требуют смертной казни для мятежных военных, продолжения политических репрессий и полностью одобряют введение чрезвычайного положения в стране. К местам демонстрации участников свозят бесплатные автобусы. Весь общественный транспорт в Стамбуле в эти дни работает бесплатно. Президент Эрдоган поделился с журналистами Рейтер своими планами по изменению Турции после попытки неудачного переворота. В ночь путча по призыву Эрдогана на улицы вышли тысячи его сторонников. Спустя неделю они вновь маршируют по Стамбулу и знаменитому мосту через Босфор, где еще недавно пытались остановить танки мятежников. После попытки госпереворота в Турции впервые с 80-х годов ввели чрезвычайное положение, а более 50 тысяч человек, от военных до учителей, стали жертвами политических чисток. Однако сторонников действующей власти размах репрессий не смущает. Чрезвычайное положение ввели, чтобы разоблачить подлецов внутри правительства. Экономику страны и других людей это не затронет. Мы здесь, чтобы выступить против переворота. Мы останемся единой нацией до конца. Мы убеждены, что власти сделают все необходимое, и мы им верим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал агентству Рейтер первое интервью после введения в стране чрезвычайного положения. Он рассказал, что путч выявил серьезные недостатки в работе разведки и заявил о масштабной реформе армии. Для этого Высший военный совет может собраться уже на следующей неделе. В ближайшие сроки будет создана новая структура вооруженных сил. С ней они получат новую кровь. Кроме того, из всего случившегося мы вынесем важные уроки. Это продолжающийся процесс, и мы никогда не остановимся. Мы будем активно продолжать, у нас есть планы. Но и у враждебных нам сил есть свои планы, но сейчас они оказались раскрыты. Некоторые критики предполагают, что восстание могло быть инсценировано властями для борьбы с оппонентами. На вопрос, знал ли он о готовящемся мятеже, Эрдоган возмутился. При попытке переворота пострадали 246 человек. Президент заявил, что продолжит бороться с гюленистами в рядах власти и отметил, что по истечении 3 месяцев чрезвычайное положение в Турции может быть продлено. Но не меньше, чем смертную казнь для мятежников, в Турции сегодня обсуждают видео, которое набрало миллионы просмотров в социальных сетях. Авторы видео утверждают, что президент Эрдоган взобрался на минарет и выступил в роли муэдзина. Он прочитал азан. Представители правительства опровергают эту информацию, но население Турции говорит, что узнало голос своего президента. Вот кадры одного из турецких телеканалов.
предполагаемым голосом Эрдогана и официальным опровержением опубликовали почти все турецкие СМИ. Но, несмотря на это, граждане республики убеждены, что именно Эрдоган исполнил этот призыв к утренней молитве. Многие заявляют, что гордятся таким благочестивым президентом. На фоне полемики продолжается фактически разгром системы образования в стране. Закрыты тысячи школ и университетов. Это кадры ареста ректора университета города Диярбакыр. Дипмиссия Турции в Грузии потребовала немедленно закрыть одну из школ, финансируемых Фетхуллахом Гюленом, которого Реджеп Таyyip Эрдоган считает организатором мятежа. В лицее, по мнению консула Турции в Батуми, обучают будущих террористов. Однако грузинские чиновники закрывать образовательные учреждения не спешат. Свят Мчедлишвили продолжит тему. Школа-лицей имени турецкого политика Рефайдина Шахина в Батуми мало чем отличается от других средних образовательных учреждений города. Обучение здесь ведется на грузинском языке и по грузинской программе. Сейчас школа пустует, ученики на каникулах, однако их возвращение за парты чуть не оказалось под угрозой. Дело в том, что генконсул Турции в Батуми Ясин Темискан призвал местные власти закрыть эту школу. Его заявление переводила сотрудник консульства. В таких школах воспитывают поколения, которые будут служить не государству, а террористам. Призываю родителей, не пускайте детей в эту школу, потому что она управляется террористической группировкой. Генконсул утверждает, что школа-лицей Шахина финансируется и управляется фондом Фетхуллаха Гюлена, турецкого общественного и религиозного деятеля, проживающего в США. Именно его официальная Анкара считает организатором попытки военного переворота 15 июля. Руководство Батумской школы, в свою очередь, отрицает какую-либо связь с Гюленом и требует от консула извинений. Это частная школа. Она существует за счет обязательных ежегодных платежей, которые ученики вносят за обучение. Мы добьемся опровержения обвинений, которые прозвучали в наш адрес. Не согласны с обвинениями консула и в грузинском МИДе, куда для разъяснений даже пригласили посла Турции в Грузии Зеки Левента Гюмрукчу. Послу удалось несколько сгладить ситуацию. Интервью генконсула Турции в Батуми было искажено и неверно интерпретировано. В любом случае, ни консул, ни мы не говорили, что ученики этой школы террористы. Это недоразумение. Однако отказа от призыва к закрытию школы журналисты от посла так и не услышали. Развеять подозрения турецкой стороны попытался и министр образования Грузии Александр Джаджелава. Он заявил, что его ведомство внимательно следит за процессами во всех школах, в том числе и в лицее Шахина, и никаких угроз не существует. При этом министр признал, что на территории Грузии действуют образовательные учреждения, финансируемые фондом Фетхуллаха Гюлена. Однако власти не намерены их закрывать. Тем не менее, Джаджелава все же пообещал обсудить вопрос деятельности так называемых турецких школ на территории Грузии с турецкими коллегами. Свят Мчедлишвили, Гурам Рогава, специально для настоящего времени, Грузия, Батуми, Тбилиси. Гигантские штаны для мифического героя из эпоса «Манас» шила первая леди Кыргызстана Раиса Атамбаева. Рукоделием жена президента Алмазбека Атамбаева занялась с подачи пиарщиков Всемирных игр кочевников. Специально к мероприятию его организаторы сняли ролик по мотивам кыргызского эпоса, когда перед важной битвой жена Манаса Каныкей шила для одного из батыров штаны за одну ночь. Вместе с Раисой Атамбаевой в съемках приняли участие известные актрисы и певицы. Главная цель ролика, говорят авторы, показать женщинам, насколько важна их роль во вдохновении мужчин на подвиги. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами в это же время на следующей неделе. Всего доброго!